чего ты залипла в телефоне? У нас сейчас прямой эфир начнется. Руслан, ну смотрю результаты розыгрыша среди привившихся. Может, я квартиру выиграла? Это для тех, кто уколов не боится? Да. Ну, так прикольно, конечно. Слушай, создали 3 вакцины, да, на выбор. Так еще, колят их бесплатно, так еще нужно людей уговаривать, убеждать, принуждать, а теперь еще и поощрять. Ну, ситуация, честно говоря, лично для меня странная. Руслан, ситуация не просто странная, а страшная, потому что, кажется, люди вообще забыли, что такое красная зона и умирающие от ковида близкие. Я хорошо помню, как вот год назад мы обсуждали здесь общую вот эту ситуацию с пандемией, да, и надеялись, что вот скоро сделают вакцину, и вот тогда вся эта проблема рассосется. Вакцина есть, и даже не одна, но никак проблема не решается. Люди расслабились. Слушай, они расслабились вот до степени пофигизма. Вот наши ребята, если честно говоря, побывали в ковид-зоне 18-й Уфимской городской больницы, и вот давай покажем этот сюжет, что Давай там происходит. посмотрим и обсудим. Сейчас на мне несколько слоев резины, пластика, силикона, внутри антитела. Съемочная группа, честно говоря, в красной зоне не впервые, но признаться, находиться здесь как-то не по себе, зная, что здесь лежат люди в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Далеко не всем удается отсюда выбраться. Отделение реанимации городской 18-й больницы вот уже год одна из самых горячих точек Уфы. Медики, словно солдаты, буквально каждую минуту пытаются обогнать смерть. Но уже привычно работают, быстро, четко слаженно. Под аппаратами ИВЛ сейчас 30 человек. Трубки с кислородом, спасательные соломинки для пациентов. У всех критическое состояние и прогноз 50/50. Орел или решка. Есть 2 сценария, есть хороший, есть плохой сценарий. Плохой сценарий мы знаем какой. А хороший — это постепенно мы будем его снимать с ИВЛ. К этому привыкнуть невозможно. Вообще к смерти привыкнуть невозможно. Это страшно. И вот сейчас у нас приходят молодые коллеги, да, которые заканчивают институт, приходят к нам, и они свою деятельность начинают с этого. Это не есть хорошо. Потому что вот они видят сразу только смерть. Только тяжелое течение болезни. Борьба за жизнь в ковид-отделении 18-й больницы продолжается. Оперативки несколько раз в день, а потом прямыми потоками, словно кровь по венам, врачи снова спешат к пациентам. Их в отделении сейчас около 300. Диагноз один, а осложнения разные. У каждого пациента индивидуальный план лечения в зависимости от сопутствующих патологий. Но мы отмечаем тот факт, что пациенты сложнее поддаются терапии. То есть те схемы, которые мы применяли весной, сейчас работают менее эффективно или продолжительность лечения удлиняется. Это, конечно, усугубляет состояние и прогноз пациента. Очень много пациентов тучных, у которых, так скажем, масса тела больше, чем нужно, так скажем. И они болеют тяжелее. Несколько недель кропотливого труда медсестер и врачей. И заветная «здоров», как победа, как праздник для всех. В течение 3 недель я болел. Неделю дома, неделю здесь. Потом реанимацию прошел. И сейчас вот неделю уже восстанавливаюсь, в принципе. Сейчас кислород уже выключаю. Пока стою, вот кислород еще нужен. Но вообще в состоянии покоя, лежа, уже живу сам, дышу сам. Поэтому это показание для выписки, уже все нормально. Но главная победа для всех, победа над вирусом, случится, когда опустеет инфекционное отделение. Не будет тяжелых больных. Для этого нужно, чтобы большинство взрослых людей вакцинировалось. Честно говоря, думал, пронесет. Но надо было своевременно вакцинироваться. Когда бы не оказались здесь, да? Да, точно. Здесь бы уже нет. Просто надеялся то, что пронесет, потому что я птичий грипп, свиной грипп пролетел мимо. Думал, здесь мимо прилетит. Но не получилось. Наш репортаж из красной зоны – наглядный пример того, что коронавирус не просто никуда не делся, а приобрел новые мутации и стал еще более опасным. Минздрав Башкирии готовится к наплыву в инфекционное отделение тяжело больных, как это уже происходит в Москве и в Санкт-Петербурге. Власти республики ввели с 21 июня ограничительные меры для профилактики ковида. Теперь главное условие нахождения в общественном месте – сертификат о вакцинации.
Осторожно, двери закрываются. Ограничения как мотивация для вакцинации и упреждающая мера. Дошла ли до Башкирии третья волна коронавируса? Хватит ли на всех вакцины? Можно ли прививаться при наличии антител? Почему вокруг прививок столько страхов, сомнений, а иногда и откровенной дремучести и мракобесия? Все эти острые, как шприц, вопросы обсуждаем сегодня в прямом эфире программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Анна Казак, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Регина Доктор, врач-терапевт и автор блога о питании и ЗОЖ. Марсель Туйгунов, заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук. И Владимир Барабаш, руководитель Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Анна Андреевна, ну, маску можно, наверное, снять, да, мы здесь все вакцинированы или как минимум переболели. Анна Андреевна, вопрос сначала к вам. Вот то, что мы видели в сюжете, да, из ковид-зоны 18-й больницы Уфы, это уже третья волна коронавируса или, возможно, будет еще хуже? Исход может быть может зависеть только от нас и от наших граждан. Да, может быть хуже, если мы провалим вакцинацию и не сделаем то, что обязаны сделать каждый гражданин для сохранения своего здоровья. И если мы не будем соблюдать те профилактические меры, которые мы все знаем и должны. Ну, собственно, опять мы к вакцинации, да? Да. Марсель, скажите, пожалуйста, как специалист в этой сфере, вот вакцинация может стать панацеей и спасением от тяжелых последствий ковида? Естественно, при инфекционных заболеваниях, когда появляется вакцина, вакцина является единственной схемой лечения и профилактики этих болезней. Естественно, до появления вакцины врачи эти патогенетически лечили это заболевание. Но появилось... То есть может, да, может. Да. Просто следующий вопрос, собственно говоря, тогда почему столько вот копий ломается вокруг этих вакцин, к которым мы давно привыкли с советского времени, мы постоянно их применяем, почему столько страхов, сомнений, откровенной ереси вокруг этого? Вот вы как считаете? Есть, ведь компания специально работает, чтобы завести вот этот страх среди населения. Это вот как раз разные ролики снимают, тем более сейчас эти ролики очень легко распространять, YouTube-канал, TikTok и так далее. И, соответственно, у людей страх появляется. А на самом деле, фактически, что делает вакцина? Вакцина фактически готовит иммунную систему навстречу с естественным вирусом, опасным вирусом. Если у нас иммунная система будет готова, то фактически вирус при попадании в организм, он встретит такой сильный шквал иммунного ответа. Естественно, человек не болеет. Если даже болеет, заболеет в легкой форме. Понятно. Регина, ну вы как врач, да, вот, соответственно, мы все понимаем, что вакцина помогает от вирусов, коронавирусов и так далее. Аналогичный вопрос. Почему такая обстановка складывается вокруг этих вакцин? Я бы хотела ответить и как врач-терапевт, и как человек, который уже много лет ведет публичную работу санитарно-просветительскую. К сожалению, мало знаний у людей. То есть люди, которые сомневаются, их захлестывают вот эти вот другие волны там, антипрививочников или других каких-то альтернативных мнений. Регина, у вас огромная аудитория именно в соцсетях. Да. И именно вот в соцсетях творится вот это вот, я не побоюсь этого слова, истерия. Честно говоря, истерия. Это что-то из области психологии или такая ментальность у нас. Как это можно объяснить? Люди боятся и идут в соцсети общаться за поддержкой, там что-то читают, у кого как. И вот, к сожалению, там рождаются иногда такие мифы, такая волна, знаете, какого-то средневековья, в которое мы погружаемся. И на самом деле, почему я здесь и почему я написала вчера пост на эту тему, на которую лучше бы, наверное, не писать, чтобы не собирать такой волны негатива, но я это делаю для того, чтобы у человека был выбор, который зайдет и который только что об этом узнает, сомневается, чтобы он посмотрел, что есть и другие данные, не только те мифы, которые, к сожалению, сейчас пестрит соцсети. То есть информацию с моей стороны, я считаю, в этом большая проблема. Санитарно-просветительская работа качественная нужна. На доходчивом, понятном языке. Да. Но мы вот попозже об этом еще поговорим, Володя. Но вот по поводу выбора. Это реально выбор каждого человека, делать или не делать себе прививку? Или все-таки нужно, ну, что это общее дело? Ну, формально в настоящий момент у нас нет обязательной вакцинации, то есть у нас ее принудительно не делают. Поэтому сейчас это выбор. Но если там несколько месяцев назад это был выбор как раз делать или не делать,
и он стоял только между вот этими двумя как бы глаголами, то сейчас с введением ограничительных мер именно для тех, кто не привился, это уже выбор, как бы, насколько человек готов поступиться своим личным комфортом Ради общего блага. Ради общего блага. Наоборот. Ради того, чтобы соблюсти свое вот это вот какое-то внутреннее нежелание прививаться. Может быть, права человека каждого отдельно заканчиваются там, где начинаются права других людей? Нет, абсолютно верно. То есть это еще французская декларация о правах человека там несколько сотен лет назад провозгласила этот принцип, что права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Но здесь надо помнить, что даже наша Конституция российская, вот очень много слов на тему того, что это антиконституционно, что там что-то... Нарушение прав человека. Да? Вот в нашей Российской Конституции есть статья 55, в которой есть замечательный 3-й пункт, в котором написано, что права человека могут быть ограничены, если есть угроза общественной безопасности. И в том числе, если есть угроза для здоровья. И это как бы мы к этой теме еще обязательно вернемся. Спасибо, Владимир. Перенести коронавирус без последствий просто удача, считают врачи, которые ежедневно работают в красной зоне с заразившимися и с теми, кто лечит обострившиеся сопутствующие заболевания. Послушаем их мнение. Индийский штамм – это вот дельта-вирус. Он уже, по данным эпидемиологов, обнаруживается в единичных случаях. В мазках у нашего населения тоже есть. Ну и по всей стране, раз он есть, конечно, мы не могли бы остаться в стороне. Поэтому, клиническое течение заболевания, она немножко, конечно, меняется, температурная реакция длительнее становится, поэтому и средний возраст больных уже моложе намного, чем мы видели, вот, так скажем, в начале этой всей ситуации с коронавирусной инфекцией, когда в основном пожилые лица старше 65 лет были в группе риска, они чаще всего у нас оказывались на койках, то сейчас это средний возраст. Как вы понимаете, что в 99% случаев эти пациенты все переносят как раз острый воспалительный процесс в легочной ткани, то есть пневмонии, с которой мы прежде, конечно, всегда сталкивались, но в данной ситуации это немного другая пневмония, вирусная пневмония, которая оставляет после себя определенные последствия. Мы столкнулись в своей практике и изменениями со стороны нервной системы, и изменениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Но в свою очередь, как пульмонолог, могу сказать, что грозным осложнением после этой пневмонии являются фиброзы, то есть инфильтрация в легочной ткани, когда альвеолы заполнены жидкостью, здесь теряется воздушность легких. То есть о дальносрочной практике не можем утверждать, что полноценно есть выздоровевшие пациенты. Человек в индивидуальном порядке, конечно, следящий за своим здоровьем, может абсолютно спокойно сейчас взять и пойти и посмотреть свой уровень антител. Да, благо выбор есть, рынок большой, есть спрос, есть предложение. Вот так, чтобы это делать в массовом порядке, я считаю, что это абсолютно нецелесообразно, потому что, да, мы в детском возрасте делаем абсолютно большое, огромное количество прививок, и почему-то никто про уровень антител никогда в жизни не вспоминает. По поводу того, что на будущее, вы как говорите, ревакцинация и так далее, даже сейчас уже в Роспотребнадзоре у нас заявляют, что выявлено уже, по-моему, около 4 или 5 дополнительных мутаций коронавируса, которые не были выявлены ранее. То есть мы понимаем, что коронавирус мутирует. Ну и, соответственно, к слову о том, нужно ли нам будет в дальнейшем ревакцинироваться. Я думаю, что необходимо. Марсель, ну вот последнее время мы, наверное, из каждого утюга убеждаем, просим, практически уже умоляем. Ну, теперь начали уже принуждать к вакцинированию, да? Но все-таки остаются у людей вопросы и сомнения. Вот скажите, пожалуйста, можно ли при наличии антител переболевшему человеку вакцинироваться? Ну, вакцинация вообще показана при наличии антител индивидуальной. Скажем, если человек заболел, то 4-5 месяцев фактически вакцинация противопоказана. После 5 месяцев на усмотрение. То есть, если человек, у которого есть антитела, его прививают вакцины, что происходит? В организме происходит обычная иммунная реакция. И готовые антитела просто-напросто уничтожат вакцинные вот эти антигены. И, в принципе, он еще сильнее усилится наличием выработки дополнительных иммуноглобулинов. Понятно. Анна?
Как вот ваше мнение по этому же поводу? Мнение Роспотребнадзора? Да, не просто врача. Ну, во-первых, мы еще скажем, я думаю, вы меня поддержите, что несколько отличается выработка антител при заболевании, после заболевания и вакцинный иммунитет. Те антитела, которые образуются после вакцины, они предметно нацелены на определенную часть вируса, которая мешает внедриться ему, развиться и так далее. И именно это защищает организм. Человек либо не болеет, либо болеет в легкой форме. Антитела, формирующиеся после заболевания, они несколько иные, и говорить о том, как они могут, в каком объеме они могут защитить, и действительно это будет защита эффективная или нет, пока такого ответа нет. Анна, вот за минувший год мы, журналисты, да, даже мы, журналисты, стали немного все вирусологами, медиками, но давайте не будем забывать, да, в том числе, уважаемые зрители, что прежде всего решает врач. Всегда медик. Да. Вот, Регина, ну вот вы вступаете в полемику в своих соцсетях с антипрививочными, так называемыми. Они вообще вот слушают какие-то аргументы? Вот, допустим, очень много приходится слушать вещей там про вред для репродуктивной функции, либо про какое-то чипирование мозга вообще. Ну, какие-то бывают бредовые версии. Какие слова находите, чтобы им отвечать? Я спрашиваю, в первую очередь, вчера это было, откуда эта информация. Вот мне самой лично интересно, откуда это берут люди, то есть вот как, зная даже на уровне терапевта, мне написали вчера, что я не иммунолог, но мне достаточно быть врачом-терапевтом, да, чтобы разбираться, в принципе, в этой теме и понять, как прививка может влиять на репродуктивную функцию, да, то есть такого нет. И, конечно, сталкиваемся с этими вещами, и на вопрос отвечаем, и, как правило, человек вот, ну, исчезает, да, то есть откуда эта информация? Кто-то сказал, кто-то передал, а вот у моей знакомой, а вот был случай. Где-то там, где-то, да? Понимаете? Ну вот что мы все замечаем, что их много. Их много, и такое ощущение, что организовано. Вот, Володь, ты как считаешь, есть какой-то загадочный центр управления антипрививочниками? При всем моем уважении к этим людям. А мне вот интересно еще вопрос. Были ли жалобы реальные с подтверждениями, что после прививки были тяжелые осложнения? Ну, может быть, до вас эти жалобы доходили? Нет, вот жалоб именно о том, чтобы, особенно к нам, что после прививки были тяжелые осложнения, не было. Насколько мне известно, сейчас у нас в Москве расследуется несколько уголовных дел, где подобная как бы история была, где якобы человек после прививки с осложнениями, ну, то есть у него была справка, регистрация, что это сделано, а потом выясняется, что он купил справку. То есть по факту он не вакцинировался, то есть он числился вакцинированным, в больницу попал как вакцинированный, а выясняется, что он просто купил эту справку, и то есть по сути... На самом деле был не вакцинирован. Был не вакцинирован. И, спасибо, дальше спасибо, Володя, спасибо, уважаемые гости. Да, уважаемые зрители, мы уходим буквально на 1 минуту на рекламную паузу и обязательно вернемся. Не переключайтесь. Слушай, все-таки я для себя понять не могу. Вот за рубежом, да, люди там в очереди стоят за этой вакциной, ждут ее, а наших надо как-то убеждать, уговаривать, даже принуждать. Я не могу этого понять, на самом деле. Вот тебя что, в конце концов, убедило вакцинироваться? Меня убедило, Руслан, что последствия и осложнения от ковида намного страшнее, чем полежать 1 день с температурой после вакцинации. Ну, все-таки определенные сомнения были, да? Сомнения есть у любого это нормально, человека. это житейский вопрос, да. Вот давай все-таки еще поговорим о медицинских аспектах вакцинации, да, и еще покажем, как там за бугром у нас есть такая возможность. Давай поговорим. Смотрите во второй части программы. Как Израиль победил COVID за 1 минуту. Мотивация для вакцинации. Осторожно, двери закрываются. Вакцинироваться нужно, это 100%. Почему вокруг прививок столько страхов и сомнений? В прямом эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем ситуацию с коронавирусом и вакцинацией от него. В Башкирии введены новые меры антиковидных ограничений. Власти действуют на упреждение, чтобы потом не было поздно, и возле больниц не стояли очереди из скорых, как в Москве. Чтобы остановить коронавирус, нужен коллективный иммунитет. Такой иммунитет, который противостоял бы еще и мутациям COVID-19. Вакцины дают такой эффект, по данным вирусологов разных стран. Как проходит прививочная кампания в Башкирии? Посмотрим, обсудим.
Письменное согласие и паспорт – все, что нужно для вакцинации от коронавируса, говорят своим пациентам в поликлинике при 13-й Уфимской больнице. Поток желающих привиться увеличился в разы за последние несколько дней, отмечают врачи. Активность проявляют в основном молодые люди. Но вообще я согласен, вакцинироваться нужно, это 100%. Это не надо вот придумывать себе то, что вот вы вакцинируетесь и умрете. Такого точно не будет, даже если вы вакцинируетесь российской вакциной. Это все равно хорошее начинание, если вы сделаете это. Вам сейчас нельзя перегреваться, нельзя переохлаждаться, нельзя долго находиться на солнышке, чтобы не перегреть организм, нельзя ходить в горячую баню, сполоснуться под душем можно. Как правильно подготовиться к вакцинации, от чего воздержаться и к чему быть готовым после? Вопросов у жителей Уфы все еще много. Вот, например, 32-летний Марк раздумывает. У него генетическое заболевание печени, уже болел ковидом, перенес тяжело. Дало сильное осложнение на желудочно-кишечный тракт, потому что тошнило на протяжении 4 месяцев, наверное, потому что у меня синдром Жильбера. Потом после этого были неврозы сильные, даже приходилось принимать успокаивающие препараты, потому что сильные паники были, тоже, видимо, повлияло это, судя от коронавируса. Болячка, конечно, дурная, сразу видно, не простой ОРВИ и не грипп. Врачи успокаивают, только в одной 13-й больнице вакцинировали 24 тысячи человек, и молодых, и пожилых, и с хроническими заболеваниями. Тяжелых случаев не было. Сама вакцина переносится очень хорошо, но как последствие вакцины в этот же день или в течение 2-3 дней может быть повышение температуры в пределах до 38,5. Особенно температура повышается у тех лиц, которые имеют хорошую иммунную систему. То есть это нормальная реакция организма на формирование иммунитета. Может быть головные боли, головокружение, болезненность мышц, ломота в теле. Это кадры начала февраля. Первая волна массовой вакцинации. 61-летний Александр с супругой в начале очереди. Устал самоизолироваться, вот и пришел получить заряд безопасных антител. Вакцинацию перенес и не заметил. Прививку сделали практически самые первые. После первой прививки никакой ни температуры, ничего не было. Также через 20 дней нам позвонили, мы пришли в поликлинику, сделали вторую прививку. Также никаких симптомов, ни температуры, ничего не было. Перенесли замечательно. Так что теперь мы не то что не боимся где-то, а можем спокойно ходить в кино, в театр, по улице гулять спокойно. А это уже поликлиника 5-й больницы Уфы. Сюда по месту жительства пришла за прививкой от ковида ведущая, честно говоря, Алсу Сликаева. Скажите, а другие есть вакцины, кроме спутника? Нет, сегодня уже нету. Были с утра все 3 вакцины, уже кончились. То есть можно было выбрать, да, с утра? С утра можно было выбрать. Ну вот в начале программы мы как раз говорили о том, что люди мало знают о вакцинации. Регина, как вы видите, какими словами нужно донести до человека, что вакцинироваться нужно? Что мы не так говорим? Вот давайте начнем с простой темы, на примерах. Не будем в иммунологию и вакцинацию лезть. Ко мне много лет люди приходят похудеть, про питание поговорить. Первый вопрос, который я задаю: а почему ты набрал вес? Почему такой завтрак у тебя? Да? Почему такой ужин? Люди этого не знают. Почему нужно пить воду? Почему нужно есть белок? Что нужно, чтобы не было железодефицита есть? То есть даже простых базовых вещей. Повседневных. Люди, да, абсолютно. не знают, чем отличается глюкоза, сахар от фруктозы. Почему фрукты можно есть, а добавленный сахар, конфетки, шоколадки надо снижать. Возникает вопрос, почему они готовы верить чему угодно в интернете, но только вот не специалистам? Почему? Вот. Это вопрос психологии? Как? Я думаю, вопрос влияния, вопрос каких-то трендов, может быть, вопрос какой-то альтернативной точки зрения. Вот все думают так, а я буду думать так, да, то есть, может быть, кто-то сказал из каких-то известных людей, кумиров, в конце концов, да, которые этой аудитории нравятся, и они все поддержали, да, хорошо, классно. Но нужно объяснять на хорошем, качественном уровне. Иногда у нас же, к сожалению, врачи в поликлиниках не имеют времени вот объяснять, рассказывать. К сожалению, так, да. Вот. Заставлять надо, конечно, вот как вы грамотную считаете? санитарно-просветительскую работу. Регина, хорошо. Вот, Анна, вы всю жизнь, вы инфекционист по специальности, да? Нет, я бывший вирусолог. Тем более, вирусолог. Вот вы можете на пальцах буквально объяснить, да, что такое коллективный иммунитет, к которому мы все так стремимся?
Вот я стараюсь всегда на простых примерах объяснить, что такое прослойка, популяционная прослойка. Люди не понимают. То есть представим, вот объясняю всегда на пальцах. Вот когда у нас через одного вакцинированы, то вирус проходит вот так. А если у нас есть прослойка, то есть люди вакцинированы, ну, кто-то по противопоказаниям не вакцинирован, то вирус идет, его легче, это называется вакциноуправляемая инфекция. Им легче управлять, заболеваемость снижается и снижается распространение вируса. Поэтому нужно, чтобы все осознали, что нужно привиться. Ну вот на пальцах вполне понятно. Марсель, скажите, пожалуйста, кого нужно, как вы считаете, вакцинировать вот в первую очередь? Тех, кто не переболел? Кого? В первую очередь, естественно, те, кто не болел. Для того, чтобы, вот как раз Анна Андреевна сказала, что коллективный иммунитет создать. Когда все будут фактически иммунизированы, то вируса негде будет размножаться. Естественно, количество вирусов уменьшится. И, соответственно, распространенность... Коллективный иммунитет важен, да? Да, очень важен. Володь, да. Володь, такой вопрос. Все-таки вакцинация должна быть добровольная, добровольно-принудительная или обязательная? Ну, я думаю, что здесь, конечно, лучше ответить... Давай как есть в жизни, вот на самом деле. Как есть в жизни, все зависит. Юриста. Ну, тогда окей. Самый простой вариант. Она должна закончиться с определенными результатами. У нас должно быть вакцинировано 60-70% населения для того, чтобы сформировался тот самый коллективный иммунитет. Если она идет добровольно, как в некоторых странах, когда люди выстраиваются в очереди, не вопрос, добровольно. За деньги причем? За деньги? Хоть за деньги, хоть бесплатно, неважно. Важно то, что надо дойти до вот этих 60%. Если мы туда не можем дойти добровольно, значит, вступает в силу та самая 55-я статья, когда это делается сначала добровольно-принудительно. Если этого не будет, значит и принудительно тоже можно. Потому что здоровье общества и вопрос выживаемости Кстати, а всего закон же общества. позволяет это? Закон позволяет. У нас есть... Я имею в виду ввести частичную обязательную вакцинацию. Нет, насколько Ну я а как же понимаю. гуманности? Я сама отвечаю за свое здоровье. Когда речь идет, если бы человек жил в отдельной землянке где-нибудь в лесу, то да, не вопрос. Можно было бы корешками лечиться, как человек хочет. Но мы живем в социуме. Соответственно, человек может сам-то не заболеть. Он может вообще нет. Понятно. Он может вот как раз заразить сидит вокруг. руководитель Роспотребнадзора, целый главный санитарный врач республики. Обязательно вакцинация по закону уже возможна в отдельно взятом субъекте? Но она не просто возможна, она обязательна, если для этого есть угроза жизни и здоровья национальной составляющей, то есть гражданам Российской Федерации в частности. И это будет в соответствии с законом? Это вводится, и мы это увидели на Москве и Московской области, постановлением главного государственного санитарного врача в субъекте, вводится обязательная Просто вакцинация. не нужно до этого доводить. 157-й федеральный закон об иммунизации дает право Роспотребнадзору на эти полномочия. То есть причем этот закон принят не сейчас, а давно. Спасибо большое. О том, как проходит вакцинация в других странах, несомненно, интересно. Мы связались с коллегами, которые живут в Германии и Израиле. Давайте их послушаем. 7 июня наступил наконец-то долгожданный день, когда в Германии могут записаться на прививку люди, которые находятся не в зоне приоритета. То есть до 7 июня могли сделать прививку только люди, которые, допустим, имели хронические заболевания, старше 60 лет, работали в больнице, госпитале или по разным другим причинам. Теперь же на вакцинацию может записаться практически любой человек. Сейчас на данный момент в Германии всего получили полностью 2 дозы вакцины, 31% людей. И на самом деле я делаю абсолютно нелегальные вещи, потому что я сейчас нахожусь на парковке, а даже на парковке нужно надевать вот такую маску. Это специальная маска, то есть тряпочные, обычные медицинские, они не подходят. Вас не посадят в общественный транспорт, если вы будете без этой маски. Даже на парковке перед магазином уже нужно надевать маску и полностью закрывать. Естественно, в магазине тоже. Как Израиль победил ковид за 1 минуту? Я считаю, что это страна, которая в принципе готова к тому, чтобы отразить любую внешнюю какую-то угрозу. И Израиль лучше всех готов вот к таким внешним чрезвычайным ситуациям. Просто всем было объяснено, что ковид
это, ну, как война. Что здесь действительно как на войне. Либо мы все поднимаемся, идем под убежище, в данном случае поднимаемся, либо все умираем. Поэтому, ну, ребята, израильтяне очень дисциплинированный в этом смысле народ, в том смысле, что если что-то нам угрожает нашей жизни, нашей экономике, нашей безопасности, лично мне и моей семье, то я пойду и сделаю все, чтобы вот этого не было, это преодолеть и это победить. Вот и все. Сегодня финишировала акция «Здоровая Уфа». На площадке городской телекомпании «Вся Уфа» состоялся розыгрыш призов для вакцинированных в Уфе, который начался еще в мае месяце. В лотерею разыграли квартиру и 10 айфонов. Организатором акции стал общественный фонд развития города. И на прямой связи со студией «Честно говоря» руководитель фонда Ольга Панчихина. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как и почему возникла вот такая идея провести такую лотерею? Ну, эта акция, наверное, больше стимулирующая для того, чтобы все-таки жители нашей столицы приняли участие, начали вакцинироваться. Конечно, это делается не с точки зрения того, чтобы раздать призы или, там, скажем, как-то прививка за подарок. Нет, действительно, это больше, наверное, стимулирующий такой эффект того, что те люди, которые прививаются, нам бы хотелось их поблагодарить, потому что они, во-первых, сохраняют свое здоровье, но и те, кто рядом есть. Ольга, вот скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что в борьбе, а это, наверное, борьба за всеобщую вакцинацию, все средства хороши? И кнут, и пряник. Можно ли так говорить? Я бы сказала, что действительно самыми различными, наверное, средствами возможно как-то простимулировать, призвать и рассказывать однозначно жителям не только нашей республики, но и всей страны о том, насколько важно сейчас, тем более, когда новые какие-либо штаммы появляются, все-таки позаботиться о своем здоровье, о своих знакомых, близких. Причем не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих, правильно? Да. Ольга, скажите, пожалуйста, а вы предполагаете продолжить вот такие вот лотереи, розыгрыши? Ну, мы не назовем это лотереей, это все-таки действительно такая стимулирующая акция, поэтому если еще будут у нас партнеры, которые готовы это поддержать, однозначно надеемся, что если будет возможность, мы это продолжим. Потому что большое количество людей приняло в этой акции сейчас, 38 тысяч. 38 тысяч. Ну, мы точно в одном с вами согласны, что такие акции имеют смысл. Большое вам спасибо и за участие в программе, и за организацию этой акции. Спасибо. До свидания, Ольга. До свидания. Ну, квартира – это, конечно, хороший приз, да, но она одна. Она одна на 38 тысяч. А на самом деле, кроме шуток, вот, Анна, скажите, пожалуйста, вот действительно ли все средства хороши для того, чтобы убедить людей вакцинироваться? И какое из них? Либо принуждение, либо убеждение? Что? Ну, у нас все люди разные, категории людей разные. Для кого-то будет мотивирующим фактором какие-то пряники, то есть какие-то розыгрыши, какие-то такие мотивационные моменты. А для кого-то, как это было, а я считаю, что у нас война идет с вирусом. Это война. Это война. А на войне как на войне? А на войне как на войне. И главный пример командира. То есть поэтому решение привить, добровольное решение всех государственных служащих, всех муниципальных работников, это беспредметный пример, когда мы привьемся, и за нами пойдут вот массы. За вашей доброй улыбкой главного санитарного врача скрывается такая угроза, да, а иначе будет обязательная вакцинация, да? Не доводите меня до греха. Безусловно, примерно так можно будет. понять. Вот такой есть юридический аспект, да, по поводу принуждения. Мы уже поняли, что в принципе обязательная вакцинация возможна. Но все-таки что эффективнее, Володь, скажи? Ну вот сейчас у нас такая комбинированная модель, то есть метод кнута и пряника, в котором пряник тоже жесткий, им бьют. У нас сейчас, вот простой пример, за последние 3 дня вакцинации количество вакцинированных увеличилось в 6 раз. Это отвечает на вопрос, вот лотерея была сколько объявлено? Там больше, кстати, по-моему, превысила все прогнозы. Да, месяца 2. Все прогнозы превысили. И сейчас вот вплоть до того, что уже местами вакцины заканчивались. Вот сегодня там следующая фура там, с вакцинами приехала, потому что они стали заканчиваться, чего не было предыдущее время. И это лучшее доказательство того, что, к сожалению, вот какие-то меры
Мы который сами создающий... Меры не принуждения, это меры, создающие дискомфорт, понуждающие. То есть это не принуждение, а понуждение как бы, к тому, чтобы человек сделал выбор. Если по-народному говорить, если так позволите выразиться, волшебный пендель. Ну, вот в хорошем смысле, я имею в виду, в хорошем смысле. Регина, вот многие не могли решиться. Я считаю, что вот сейчас мы с вами и наши телезрители, которые это смотрят, делаем все для того, чтобы это было добровольно. Мы объясняем, мы рассказываем, да, то есть, чтобы это не было запретно, чтобы люди не начали подделку вот этих различных справок, это тоже за собой ведет, да. И мы сейчас, на сегодняшний день, каждый как может, врачи на местах, да, ведь блогеры в соцсетях, которые все-таки адекватного мнения придерживаются, участники этой программы, мы делаем все для того, чтобы вот было как раз добровольно. про эту программу, да. Марсель, вы заведующий кафедрой, да, вы профессор, доктор наук. Вот вы теперь ходите на телевидении, да, практически, там, на радио, как на работу. Но это же тоже важная часть работы. Ну, фактически, если мы не будем говорить, кто будет об этом говорить? Ну вот вы чувствуете по обратной реакции от людей, которые с вами общаются ежедневно, у них же тоже там были сомнения, что до них это доходит. Вот вы сами чувствуете? Да, чувствую, да. В чем это выражается? Ну, в том, что они уже пошли вакцинироваться. О том, что... Они пошли вакцинироваться, потому что их убедили, до них достучались, или вот их понудили к этому? Нет, услышали авторитетное мнение, естественно, фактически нашли слова, которые дошли до них. Они поменяли свое мнение, и, соответственно, они пошли вакцинироваться. А вас спрашивают, какой вакциной лучше вакцинироваться, как вирусолога? Кстати, очень часто. И самый, это, наверное, главный вопрос. Я им объясняю. Так, если спутник Ви взять, то фактически уже апробированный целый год. И фактически показал себя с очень хорошей точки зрения. И спрашивают вопрос, а почему так быстро появилась эта вакцина? Я отвечаю, потому что данные технологии вакцины российские ученые уже сделали на вирусе Эбола. Разработки были, да. Просто они поменяли ген, который антигена Эбола на коронавирус. И, соответственно, это было очень просто. И, соответственно, вот у нас просто заканчивается уже эфирное время. Очень важный вопрос, который интересует всех. Да, Анна, скажите, пожалуйста, вы, наверное, более осведомленный человек, да? Вакцины хватит на всех? Вакцины на всех хватит. Производство Российской Федерации всех трех, а сегодня еще появилась, не сегодня, а появилась и зарегистрирована недавно четвертая вакцина. Безусловно, те мощности, которые есть, они хватают на всех и даже слишком. И мы знаем, что даже зарубежные страны Хотя у нашего народа есть такая фишка, да, такое качество, что как только он чувствует, что дефицит, что этого может не хватить, они, наоборот, будут более к этому стремиться. Уважаемые гости, сегодня был очень живой и нужный разговор. Большое спасибо вам, что пришли, а главное, честный разговор. Но вот уже больше года мы живем в новой коронавирусной реальности и несем серьезные потери, как на войне. И вот теперь у нас точно есть реальное оружие против коварного врага. Да, вакцинация – дело добровольное, но, как выяснилось, ей нужна дополнительная мотивация и всеобщая мобилизация на войне, как на войне. И для победы все средства хороши. Уж больно дорогой ценой дается этот чертов ковид. До свидания. Берегите себя и своих близких. И смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.